Салям, меня зовут Ибрахим, я студент 4-го курса МГУ из Казани. Я думал изначально, что в штаб татар, да, вот какая-то организация, возможно, в подполье находится где-то там, да, вот как-то в подвале там. Ну, оказывается, что он на этаже 8 находится. Ну, захожу, но здесь реально штаб татар, как будто почти в подвале. Ну, такая интересная атмосфера, мне очень нравится. Вот, интересные картины здесь есть, и исторические такие вот. Сам просто немножко интересуюсь разными темами. Вот. То есть интересное впечатление, но потом уже я все понял, тут освоился немножко. Ну, разные лекции тут проходят, спикеры, мероприятия, вот с людьми можно познакомиться, полезные контакты взять. Вот. Сначала было как-то вот тяжело, стрессово, ну, большой город, все-таки в сравнении с Казанью, Москва раз в 10, наверное, будет больше, да? Вот. Сначала и социализироваться было тяжело, потому что знакомых вообще никого здесь не было, только пару человек. Ладно, и сам факультет, и МГУ кто-то был, да. Вот, а потом я потихонечку вот связи приобрел, там, благодаря землячеству познакомился с разными людьми. Потом вот про штаб татар узнал, и вот сейчас поэтому здесь появляюсь периодически. Меня зовут Наиль, мне 22 года, я из Ульяновска, лучший город мира. Казань, конечно, хорошо, но Ульяновск лучше. Я учусь в Синергии, 4-й курс, факультет игровой индустрии и киберспорта. До этого учился в МГСУ. Здесь тусуюсь, ищу друзей, общения и приятно провожу время. Кушаю сладости со стола и надеюсь, что многие люди здесь также находят друзей, общаются, и это спасает их от одиночества в московской жизни. В 2020 году, то есть уже 5-й год я здесь, ну где-то 4,5. И с тех пор я уже не покидал это место. Я сам не знаю, как я здесь оказался. Как будто татары в Москве чуть-чуть сплотились в моем вузе, и я там где-то рядом оказался, и потом очутился здесь. Короче, мы тут сидим, вот этот за столом, вот эти спикеры выступают. Ну, мы были спикерами. Это был формат открытого микрофона. Там была Excel-таблица, там кто-то рассказывал про то, как он выиграл там международную олимпиаду по географии, занял там первое место. Я рассказал, как Полянский проводил IT-конференции. Кто-то там что-то интересное рассказывал, и мы как-то сами были спикерами. И вот мы сидим, все эти люди так же, как сегодня, поднимаются, вот так вот знакомятся. И, короче, я вот сижу вот здесь вот, на этом стуле, и уже весь штаб полный, вот там вот все люди, здесь все люди. И я оборачиваюсь, а вот весь коридор забит, короче, стоит 40 студентов-медиков, короче, которые опоздали, которые пришли. Такой, что это, кто все эти люди? Так оборачиваюсь, табун людей. Такие, мы из меда. Поэтому вот такие были впечатления, что очень много людей, очень много медиков и огромное количество знакомств, которые можно потенциально приобрести. У меня круг общения в основном татары и русские есть. Это в основном либо ребята единомышленники, либо студенты, молодежь. И в основном это интеллигенция. В основном это вот ребята образованные, либо выпускники. В общем, в любом случае с теми, кто интересно какие-то кейсы и темы обсуждать. Вот. Плюс-минус одинаковое мнение, поэтому я не скажу, что есть прям разный менталитет. Ну, конечно, не хватает много каких-то вот именно домашних элементов, потому что ну, семья у меня, естественно, полностью в Казани находится. Нету вот этого вот наличия атмосферы семейной, да, и, естественно, деревенской атмосферы. Я с деревней тоже немножко вот как-то связан был. Иногда там летом вот, приезжал. Сейчас такой возможности уже нету, к сожалению. Вот. Ну, например, вот садимся за стол, да, у нас в семье было принято, что вот отец начинает первый кушать, да, вот пока все накроют, вот, потом, ну, коллективную дуа, потом в конце тоже дуа читаем, вот, какие-то темы, может, обсудим вместе, а здесь либо самому можно как-то вот такой стол организовать, да, вот какие-то традиции возрождать, но тяжело, потому что сначала надо как бы найти людей, с кем это можно сделать, потому что ну, не всегда там в комнате, в квартире, там, в общежитии, да, можно найти татар. Хотя, казалось бы, нас тут немало.
Мы ничего сами не придумывали, организация уже была, значит, в 92 году организована, а мы к ней присоединились в 97 году и начали заниматься вот этой национальной темой «Штаб татар Москвы». Почему штаб? Ну, потому что вот 97 год, да, настолько было наплевательское отношение к сохранению татарского языка, настолько было вот это вот такое игнорирование на всех уровнях, и общественных, и власти, и везде. Вот сохранение татарского языка никому не надо было. Это была просто глухая стена. И когда мы начали, вот, нас было вначале не так много, может быть, 50-70 человек, и вот это название, я не могу сказать, кто первый сказал, и вот это название «штаб». «Штаб» с 3 буквами «ш». Вот. И оно нас как-то тонизировало, может быть. Это была вот борьба с этим равнодушием. Борьба вот как-то за все-таки сохранять татарский язык. Вот перестают люди разговаривать, перестают писать, перестают читать. Да. И вот от этого и возникло такое название «штаб». Всегда хожу, рассказываю, хвастаюсь, что я из Ульяновска, и всем говорю, что какой у меня классный город, какой я патриот, как я горжусь, что я вот столько великих людей из Ульяновска, и вот я один из ульяновцев. Вот я первый раз сюда пришел, но также у меня был микрофон в руках, и я вот тут выступал в формате открытого микрофона, рассказывал, как я делал ульяновские эти конференции, и вот там вот вместо бабушки висел Ленин, а Ленин из Ульяновска. Ульяновск назвали в честь Ленина, потому что он Ульянов. И меня сфоткали, и вот я смотрю фотки со штаба. А в общем, я там стою, держу микрофон, и сзади меня, Ленин, вот, тоже там такой стойкий, как будто он оратор. И я выкладываю в Инстаграм фотку, типа 2 ульяновских оратора собрались в штабе татар. Ну, мне не забычив. Я хожу просто с людьми знакомлюсь, говорю, я из Ульяновска, это лучший город в мире. Думаю, нелегко, потому что когда ты из Казани сюда приезжаешь, из атмосферы, где были все татары, ну не все, но много было татар, там никто об этом, естественно, не задумывается, потому что смысл задумываться над какими-то проблемами там, ассимиляции татар, там, исчезновения татарского языка, если, алян-белян, там, немножко татары тоже татарский знают, даже русские немножко там татарский знают, и окружение соответствующее. А сюда приезжаешь, здесь татарского, естественно, никто не будет знать, здесь большая часть русские, в университетах в том числе. Вот. Но еще и от человека зависит на самом деле, потому что если человек наполнен каким-то достаточным уровнем чувства необходимости, привязанности к своему народу, требовательности к духу, наличию духа, самосознания, да, идентификации себя. Если он, конечно, не уходит в какой-нибудь маргиналитет и так далее, то он, естественно, будет обращаться к своей культуре, потому что он от нее немножко отделился, когда сюда приехал. А так, получается, возвращение культурного кода, что ли, обратно, и уже осознанно. И поэтому здесь мы видим, мне кажется, все-таки татары качественнее. Я здесь много людей вижу, которые, татарский не знают, они татарский выучивают сами. То есть много, на самом деле, людей инициативных, с силой духа, с чувством культурного, религиозного самосознания. У штаба у нас две задачи, которые мы говорим каждый раз. Первая, основная задача – это сохранение татарского языка, культуры, наших обычаев татарских. И второе – это продвижение кадров. Это кадровый рост, личностный рост, финансовый рост. Продвижение кадров в Москве на всех татар и выходцев из Татарстана. Мы посвящаем своей жизни этому, да. Мы живем сохранением татарского языка. Это наша цель, задача, смысл. И самое главное, что нам верят. За нами идут люди. И я не могу их подвести, понимаете? Они ориентируются на нас. И еще есть такой момент, аксакалы Москвы, они нам передали. И поэтому на нас это ответственность передать будущим поколениям.
У меня очень много, на самом деле, прекрасных русских друзей. Вот эту тюбетейку, например, сегодня мне привез один русский друг. Вот, он сын космонавта из Татарстана, из Бугульмы, Рыжикова, который, собственно, вот 88 числа апреля поехал на МКС. Вот, у него вылет был. Я просто с ним так получилось, что мы с ним соседи, и вот мне вот подарил вот эту замечательную тюбетейку. Я совершенно вообще не ожидал от него такого подарка. Вот, то чак-чак он мне привозит, то есть то я ему что-нибудь из Казани привезу, когда я съезжу. Ну, то есть у меня окружение, большей части русское, оно очень хорошее, очень лояльное, и кто-то даже вот татарским, не знаю, интересуется, да. Мое окружение в университете, они у меня постоянно спрашивают, ну, потому что я то в костюме хожу татарском, такой вот национальном, да, ну, с национальными элементами, то какой-нибудь, не знаю, вкину насчет своей идентичности, культуры, темы, да. И у меня спрашивают, люди интересуются, реально вот есть какой-то вот восхищение, наверное. Но мне не хватает именно как, знаешь, душевности, этого общения. Это очень легко описать на одном примере. Как-то в Ульяновске зашел в мечеть, и там было время до намаза свободное, и мы начали с охранником болтать. И он начал меня о многом чем расспрашивать, и я понял в нашем разговоре, что он со мной до конца. То есть, что он будет спрашивать меня, что мы будем общаться, и у нас будет настоящий диалог между двумя людьми. И в этом чувствуется дух города, регионов, малых городов. Люди с тобой до конца и хотят с тобой что от тебя узнать, от тебя узнать. А в Москве, чем меньше ты сказал, тем ты успешнее. Чем быстрее ты человека отпустил, этот формат small talk, чем быстрее ты свое время освободил, тем ты успешнее. И как бы этот формат не подразумевает создание каких-то эмоциональных связей серьезных. И в принципе жизнь, в которой ты чувствуешь себя, что ты что-то значишь для других людей. Я национальной темой занимаюсь всю жизнь. Всю жизнь. Я занимался и в комсомоле, работая, и в институте учился, но уже в Москве такого масштаба организации, конечно, у меня началась в 1997 году. Вы знаете, вот что касается культуры, да, вот у нас сейчас с культурой, наверное, все в порядке. У нас каждый год возникает очень много уникальных татарских исполнителей. У нас проходят очень высокого уровня профессиональные татарские концерты. С культурой у нас нормально. У нас идет большое развитие театра. Но в театр не ходит молодежь, в татарский театр не ходит молодежь. На татарские концерты тоже с трудом ходит молодежь, понимаете? Вот, вроде и с культурой нормально, а вот... Но если взять национальный вопрос, чем мы принципиально отличаемся, и что делаем такое мы, и что не делает никто больше, за что нас ругают, нас не понимают немного, мы видим сохранение татарского языка, культуры, ведь чтобы сохранять и об этом говорить, надо, во-первых, полюбить, во-вторых, понять нужность, необходимость, да, и мы все это привитие вот этих всех качеств мы видим в тренинге. Мы тренинг, мы не гипнотизеры, мы не Кашпировские, но мы целый вечер молодежи говорим о нужности, необходимости, о завтрашнем дне, об ответственности перед будущими поколениями. И поэтому вот мы проводим в виде тренинга. С одним настроением, пониманием люди приходят к нам, молодежь, и я очень надеюсь, что они в большинстве случаев уходят совершенно с другими мыслями, пониманием о татарской нации, о сохранении татарской нации, о сохранении татарского языка. И вот, а еще в идеале они между собой потом это обсуждают. Я мечтаю уехать из Москвы в Ульяновск обратно к себе, ну или в Казани пожить какое-то время. Хотелось бы вообще, конечно, свою жизнь так построить, чтобы много где побывать, поработать в разных странах, путешествовать и умереть в Ульяновске.
Ну, конечно, вот ислам был всегда, я понимал, что я мусульманин, но вот начал религию активнее всего практиковать, когда уже переехал в Москву. Потому что тут хорошие условия для этого, много там мечети, сильные религиозные мусульманские организации, образовательные, делают очень большие мероприятия. Я тут, наоборот, как в религиозном сфере укрепился. Ну, у нас вот есть в нашем охвате вот 14 700 молодежи, да, эта цифра у нас уже, наверное, где-то последние 10 лет, но мы не можем все это охватить, мы не можем столько мероприятий как-то вот, наверное, у нас, давайте мы стараемся акцент сделать на качестве. Особенно в мусульманстве. В мусульманстве мы сейчас не гонимся за количеством. А сколько ты ифтаров провел, а сколько у вас людей было. Главное, какая разъяснительная работа была. Вот. Как было все это преподнесено. Вот у нас главное это качество сейчас. У нас очень много молодежи не знает татарского языка. Татарин – это тот человек, кто себя ощущает татарином, да, кто себя считает татарином, но не знают они татарского языка. Наша задача, чтобы, конечно, в идеале, чтобы они разговорник хотя бы знали, чтобы они татары интересовались татарской культурой, нацией, чтобы они женились, замуж выходили за татар, да, и самое главное, чтобы они детей своих уже в будущем поколении, конечно же, воспитывали с татарским языком. Вот это, наверное, самое главное. Любите маму, любите себя, верьте в себя, и не допускайте людей в свою жизнь, которые отравляют вашу жизнь. Зур сізге рахмат, сау болыңыз, оңышлар тілеймін.